Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Мысли вашего мужчины в течение дня. Что думал, о ком думал, да вообще, что там у него в голове происходило. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Мыслительный процесс очень активный. Мои хорошие, у кого-то из вас отыграется, что мужчина ничем особым не занимался, у него было очень много времени на подумать. А у других отыграется наоборот, что мужчина прям как белочка в колесе, причем с самого утра до самого вечера. И вот практически каждую задачу, каждую ситуацию приходилось вот на лету, на бегу, в процессе и продумывать, и реализовывать, и какие-то сложности, и какие-то трудности, какие-то капканы обходить. В общем, думал, реагировал на бегу, думал много, планировал, внедрял. Молодец, молодец. Если действительно вот так работал интенсивно, да еще и все себе сам тут и придумал, и спланировал, и все это была импровизация, ну он крут, действительно крутой мужчина вышел. Ну а если ленился, ну молодец, умеет отдыхать, да, умеет не просто отдыхать, да, еще и думать. Так, ну давайте пойдем по порядку. Начнем с левой стороны. В левой стороне про какого-то мужчину думал. Мужчина для него, как, знаете, неприятель, угроза, враг, конкурент. Не любит он этого мужчину, не любит. Он о нем думал, и думал, кстати, практически весь день. Хотел придумать, как бы ему от этого мужчины отдалиться. Он не готов к конфликту, он не готов, либо нет возможности выступить открыто против этого мужчины. Может быть, у него ресурсов не хватает, либо он зависим от этого мужчины. Может быть, мужчина сам по себе, там прям авторитет с большой буквы, да, и может быть даже опасный человек. Вот он об этом думал. Как ему так отдалиться, как ему избавиться от влияния этого человека, как ему избежать, возможно, каких-то острых моментов с этим человеком. Кстати, у кого-то из вас отыграется, что это его друг-приятель, который его, ну, например, там, подпаивает, либо как склоняет к каким-то противонравственным, либо противозаконным действиям. Может быть, вы попросили этого своего парня, да, мужчину, не общаться с этим другом. И вот он все понимает, он выслушал ваши аргументы, он их принял, он понимает, что вы правы. И вот он думает, как мне от него отделиться, отдалиться и прекратить наше общение, прекратить наши связи. Вы знаете, что-то хорошее придумал. Но там немножко сыровато, да, еще надо додумать, досидеть, доделать, немножко поднапрячься. Вот на правильном пути мужчина. Вот мне нравится, знаете, вот мне нравится этот мужчина, которого вы загадали. Думать он действительно умеет. Особенно если вот он себя настроит правильно, у него мысли очень хорошие. Не всегда, конечно, получается реализовать, но мысли в целом очень хорошие. Так, дальше. О вас он тут думал, прям с самого утра думал. Что-то он вам пообещал. Что-то он вам прям поклялся сделать. Либо вы что-то ему сказали, да, типа вот хочу цветочков, хочу там тортика, там в кино хочу. Куда-нибудь там поехать хочу. А он вам ничего мог не ответить, а в голове прям так себе и сказал, надо в лепешку разбиться и для нее это все сделать, организовать. Ну, моя девочка, да, надо ее побаловать, надо ее порадовать. Ну, хороший мужчина. Вот мне пока нравится, очень нравится. Вот, прям, да, он себе то ли записал, то ли он даже какие-то звоночки делал, может, в интернете что-то просматривал, что-то он там
приценивался, прикидывал, да, но занимался этим вопросом. По крайней мере, очень активно в этом направлении он думал. Кстати, мысли о вас согревали его сердце, согревали его душу, и он улыбался. Знаете, такой довольный был, улыбался. Ой, девочки, он тут вас представлял голенькой, вот, и это тоже доставляло ему большое-большое удовольствие. Так, идем дальше. У кого мужчины работают на работе, кто-то сделал ему нервы. Возможно, знаете, какой-то скандальный человек, либо какая-то ситуация скандальная была. Немножко понервничал, а возможно, там какая-то даже перепалка была, но не сильно прям такая грубая, да, ну там ему пару слов, он в ответ пару слов, и так и разошлись. Может быть, эта ситуация на дороге была, да, он едет на работу на автомобиле, кто-то там подрезал, обошел, там, сигнал не подал, он ему там ту-ту посигналил, да, ему там в ответ что-то показали, может быть, даже там перекинулись пару словами, но вот что-то было стрессовое. Опять же, работа, либо на работе, либо по дороге на работу. Это было. Так, еще кто работает, да, мужчина работает. Вы знаете, что там у них женщина какая-то есть, и женщина очень неприличная, да, давайте так скажем, неприличная, с низкой социальной ответственностью. Женщина, которая мужчинам не дает проходу. И, кстати, вашему она тоже проходу не дает. Она к нему лезет, она к нему цепляется, она его провоцирует, знаете, там оголяется перед ним, ходит там, виляет попой перед ним, трясет грудьми, может быть, еще что-то делает, там, кидается, может быть, на него, там, на шею ему кидается. Ну, в общем, соблазняет девочки. Вот она ему очень неприятна. Он прям как у нее подумает, у него же такое, как из комина идет, как будто бы он этого лимона съел. Знаете, прям аж кривится. Ну, фу, ой, фу. Кстати, думал о том, как бы ему так избежать эту женщину, поменьше с ней сталкиваться. Очень ему не хочется, чтобы вы об этой женщине узнали, особенно узнали о том, что она к нему пристает. Если вы смотрите на мужа, он просто знает ваш горячий характер и тяжелую руку, он переживает, что вы вот эту даму с низкой социальной ответственностью можете покалечить. Он вас знает. Он вас знает и хотел бы, конечно, скрыть, хотел бы, чтобы никто об этом не знал, но с другой стороны для него тоже, знаете, как-то неприятно. Ну, представьте, да, ну, вы женщины, вы понимаете, когда к вам цепляются всякие нехорошие мужчины, как это противно, как это мерзко, да, и вот как избавиться от этих приставаний. А он мужчина, ему еще сложнее, да, там как-то неприлично женщин посылать на 3 буквы. Да, нам, женщинам, проще послать, а вот ему сложно в этом плане. Ну, главное, что она ему омерзительна, главное, что он на нее вообще как-то, знаете, криво так смотрит. Все ее вот эти потуги, все ее старания обратить на себя внимание ничем хорошим для нее не закончатся. Вообще о ней такая, знаете, там слава идет в офисе, либо на производстве, где он работает. Вот прямо ее так и называют. Шалава, да. Это ее, возможно, кличка, погоняла. В общем, под этим именем ее там все знают. А у меня даже буковка Ш вышла, если честно, да. То есть вот четко показали, ну, женщина такая гулящая женщина. Так, у кого у мужчины мама? Мама такая, знаете, беспокойная мама. Она постоянно дергает, постоянно там звонит. Ой, я там самый больной в мире человек, а ты ко мне не приходишь, а ты там мне не помогаешь. Вот у него... Знаете, с одной стороны, любовь к маме, да, но он любит свою маму. Вот, что бы он там про нее не говорил, как бы там не относился, но очень сильно любит. А с другой стороны, но она действительно его постоянно дергает, вот прям постоянно. Он понимает, что она там всегда накручивает себя, что она там себе прибавляет всегда вот этих состояний, что все, это последний там день на этой земле, ой, скоро меня не станет, и я там самая больная, да, как этот Карлсон, да, самый больной в мире человек. Его это очень сильно раздражает. Очень сильно. Возможно, он, кстати, и предлагал какое-то лечение, куда-то обратиться, а мама сказала, нет, не надо, туда я не пойду, да, я там врачам не доверяю, да. Такое. Вот он ее несколько раз ловил на лжи, и он не знает, как ему поступить правильно.
У нее такие мысли, да, хоть бы она не позвонила, хоть бы она не позвонила. А вот позвонит, трубку брать не буду, скажу, что был занят. Да, такие мысли были. Так, еще. Где-то он кушал сегодня. Кушал, что-то кушал, либо где-то кушал. У одних девочек отыграется, что он ходил там, не знаю, в ресторан, да, там кушал в ресторане какие-то изысканные блюда, может быть, даже деликатесы. А у кого-то отыграется, что мужчина купил какую-нибудь там скромную, не знаю, булочку, там, может быть, пиццу, там, как он, шаверму, да, где-нибудь там на улице. Чем-то перекусил, в общем, одним словом. И вот когда он кушал, ему было так невкусно, вот так неприятно, так невкусно. И он думал о чем-то, что делали вы. Вот вы своими ручками для него что-то делали, что произвело на него неизгладимое впечатление. Вот он любит это блюдо, да? Либо он постоянно вас просит готовить это, может быть, это ваша короночка, да, короночка. Вот. А у кого-то отыграется, что вы что-то приготовили, он покушал, попробовал. А может быть, просто видел в вашем там инстаграме, да, в какой-то вашей социальной сети, что вы какое-то блюдо приготовили. И вот прям впечатлился этой картинкой, вот прям, знаете, вот сожалением он думал, что он не может покушать то, что готовите вы, да? То, что он любит у вас кушать, либо то, что вы когда-то делали для него. Прям об этом думал. Опять же, вспоминал вас, опять представлял вас голенькой и опять улыбался. Да, такой тайный эротоман мужчина. Так, идем дальше. Куда-то он звонил, куда-то он записывался, либо с кем-то решал вопрос по телефону. Чувствуется очень сильное напряжение. Мужчина был, знаете, в таком стрессовом состоянии, возможно, даже, знаете, от того, что руки могли трястись. Какой-то сложный очень вопрос, сложный. Он либо с деньгами связан, либо с законом связан, а может быть и то, и другое в одном флаконе. И прям стресс, у него стресс был, очень сильный стресс, очень переволновался, еле-еле в себя пришел. Знаете, как подумал, надо напиться, да, либо мне срочно надо выпить, вечером напьюсь. Это ужасно, то, что я пережил. Там ему, конечно, мозг вынесли. Он еле-еле там разговаривал, еле-еле соображал, но тем не менее, разговор закончился в принципе неплохо. Он еще не, как ситуация либо проблема не решена, но уже, знаете, он выдохнул, и этот стресс потихонечку с него стал уходить. Так, мои хорошие, кому мужчина сегодня не звонил и не писал? Он забылся, знаете, у него как первая половина дня как на одном дыхании, а второй половине дня у него вот этот стресс произошел. Он очень хотел, он думал об этом, но из-за этого стресса вот все улетучилось. С утра у него была спешка, он спешил какие-то дела доделать, разрулить, да, вот порешать. А потом во второй половине дня у него вот случился этот стресс. И он просто не успел вам позвонить, не успел написать. Чувствует себя очень неудобно, некомфортно, решила делать с каким-то подарочком, сюрпризом для вас. Да? Цветочки купит, там, конфеточки, может быть, что подороже, что-то вам принесет. Не переживайте за это. Девочки, кто на расстоянии с мужчиной, кого вы загадали здесь, то мужчина но ждал вашего звонка. Что тут скажешь? Буду говорить как есть. Ждал, что вы первая напишете. Может быть, он всегда первый вам писал, и тут он такой думает, ну стоп, а почему она мне не пишет? Почему она не хочет там, выразить свои чувства? Да просто сказать мне там доброе утро, добрый день, добрый вечер. Почему я ей все время пишу? Здесь как бы немножко обида чувствуется. С другой стороны, как проверка вас, да, вот какая вы, будете ли вы первая писать, интересен ли он вам, нужен ли он вам. Девчонки, кто не писал и мужчина не писал, но это вы зря. Если есть время сейчас, напишите ему там, хотите смешную картинку ему скиньте, просто, да, смешная картинка, без всяких объяснений. Потом можете написать там, привет, как дела? Ему будет очень приятно. То есть вы этим докажете, что он вам нужен, что он вам интересен.
И у вас действительно отношения, у вас действительно чувства друг к другу, интерес друг к другу. Ну, а кто давно в паре, в браке, девочки, ну замотался, закрутился, я уже вам сказала, да, он вам вечером все скомпенсирует. Ну, кому-то прям даже и посуду помоет, да, там какие-то дела домашние за вас поделает. Ну, потому что виноват, да, не позвонил, не написал. Ну, а кому-то мужчина прям целый день либо названивал, либо написывал, кстати, отвлекал вас, довел вас до какой-то стадии раздражения и сам же на вас обиделся, да? Что, о, я тебе пишу, а ты на меня злишься, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот это отыграется у тех, у кого мужчина-мечтатель, который вот целый день дома находился, лежал, мечтал, я не знаю, там занимался собой, своей жизнью. Вот времени было много, и вот он вам там строчил, писал, причем ждал вот каждого вашего сообщения. И, кстати, у кого-то отыграется, что у мужчины дурная привычка писать кусочками, да, там написал 2 слова, отправил, потом еще 2 слова отправил, еще. У вас прям памяти за него на телефоне засоряется. Вот. Ему это нравится, для него это какая-то игра, какое-то развлечение. Писать такие сообщения, которые... Да, одно сообщение там состоит из 10 подсообщений, это минимум. Так. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина, он куда-то записался на какой-то прием, кому-то записался. Вот мне почему-то идет, что у мужчины какие-то проблемы со здоровьем, проблемы, которые он от вас скрывает. Вот ему лучше, чтобы вы думали, что он, там, не знаю, пьющий, что он там какой-то не знаю, несговорчивый, неразговорчивый, чем рассказать о своей проблеме. Какая-то проблема со здоровьем есть. Не могу сказать, серьезная, несерьезная, он этого не показал, он это очень сильно прячет, но это вот именно со здоровьем. И, кстати, вот почему так сильно прячет, у одних отыграется, что у него стыд, стеснение, что вы там прям посмотрите на него и скажете: фу, ты больной, зачем ты мне больной нужен? Я типа здоровенького хочу, да, я хочу здоровых там детей. Либо мне здоровый мужик нужен, который там будет работать, меня развлекать и прочее. А у кого-то из вас отыграется, что у него проблемы именно, не знаю, с мужской силой, да, либо с мужскими половыми органами. С этим проблема. И он прям очень стесняется. Прям очень стесняется. Для него, например, пойти к врачу с этой проблемой, это просто целая трагедия. Оно, видно, уже как-то болит, уже видно, как-то прям поджимает, прижимает, да, и он записывался, скорее всего, к врачу. Записался, вернее, даже не записывался, а записался. Большой стресс, девочки, очень большой стресс. Если вы, он вам не говорит, и вы видите какое-то странное поведение, не надо его трогать, не надо ковырять. Это он может психовать, он может даже, знаете, с вами поссориться на этой почве, что ему стыдно, он не будет об этом говорить, он не будет это обсуждать. Пусть он уже там сам ходит, лечится, восстанавливается, да, пусть у него все наладится. Вы там так со стороны наблюдаете, да, но туда не лезьте, пожалуйста. Иначе он сейчас психанет и бросит все лечение, еще с вами поругается. Зачем это? Это ни к чему. Так, а если мужчина перед вами открыт, да, если он там вам говорил, что он куда-то ходит, девочки, тогда ходите с ним, либо идите за ним. Здесь важно, чтобы вам доктор, например, тоже рассказал, что там с ним происходит, как его правильно лечить, что нужно делать, какие показания, противопоказания, что можно, что нельзя. Если вы жена, девчонки, мужчину надо беречь. Это не плевое какое-то дело, потому что серьезное. Опять же, это не у всех отыграется, да, но вот прям идет такая информация, что он плохо себя чувствует на самом-то деле. Болячка о себе дает знать, причем так, знаете, не по-детски. Но это в левой стороне вышло, да, это то, что он прячет. И, в принципе, левая сторона говорит о том, что это все можно порешать, да, все можно поделать, полечить, исцелиться. Это возможно, но нужны усилия, нужна воля, нужна выдержка. Так, еще. У кого-то, кстати, мужчина хотел бы куда-то отпроситься
отпроситься, почему-то мне идет как спорт. Спорт. Либо он играет у вас в какой-то спорт, да, каким-то спортом занимается, вот прям с мужиками собрался пойти на этот спорт. Либо это, знаете, как бар, спортивный бар, где они там смотрят там футболы всякие, игры и пьют. Пьют, там болеют, обсуждают. Ну, в общем, сходят с ума. Да, туда хотел бы отпроситься. Не уверен в вашей реакции, а у кого-то прям точно уверен, что откажете, что вы туда не пустите. Вот. Думает, как правильно поступить. Все-таки попробовать попроситься, либо придумать какую-нибудь там историю, что там машина сломалась, меня оставили на работе, меня там отправили в командировку кратковременную и прочее, прочее. Ну, в общем, имейте в виду, что мужчина хотел бы куда-то сходить. Если понимаете, о чем говорю, лучше отпустите по-хорошему, да, благословите, скажите, иди погуляй, иди в спорт поиграй. Он будет вам очень благодарен за это. Так, еще, мои хорошие. У мужчины, кстати, на вас такие далеко идущие планы. Вот ему хочется с вами вот такой картинки, да, когда он вас танцует. Но опять же, это и про страсть говорит, и про близость, и про эмоции, понимаете? Вот хочется с вами, кого-то прям действительно, прям в смысле слова потанцевать, да, либо вот в своих руках вас покрутить, потискать. Но кто-то прям очень соскучился и хочется страстей. Кстати, есть тут девочки, у кого страстей вообще не было в жизни с этим мужчиной. И он прям мечтает об этом, мечтает, ой, как же он этого хочет, мои хорошие, прям готов выйти. Вот если позовете, поманите, так он тут и через леса, и через горы, косогоры, моря и океаны, вот прям примчится в тот же день. Да, для него это, конечно, тема номер один. Вот он постоянно об этом думает. Вот он себе запрещает об этом думать, а мысли они сами такие крадутся в его голову. И вас он почему-то все время голенькое представляет. Я не могу понять, что это такое. Это вот прям мысль у него какая-то навязчивая. Вы обнаженная. Но правда, поверьте, вот сами у него спросите, он вам скажет, что да, это так. Зачем, от чего? То ли вы настолько на него влияете, когда вы голенькая, то ли вы перед ним никогда голенькой не были, да, и он прям мечтает, чтобы увидеть вас. Ну, прям с ума сходит от этой мысли. Он постоянно ее, смотрите, везде показывает. Вот она, и прям такая, как мать родила. Девочки, теплые эмоции, теплые чувства к вам. Там ругаетесь, ссоритесь, неважно. Важно, что эмоции просто такие невероятные, плюшевые, добрые такие, мармеладные, я бы даже сказала. Сладкий, запах такой приятный идет. Девчонки, я могу вам с уверенностью сказать, что этот мужчина вас любит, да, либо у кого-то отыграется, что влюблен. Для тех, у кого отношений, например, там практически нет, либо только-только начались. Чувства очень сильные, настоящие, они добрые. Вот по структуре, по сути своей, они добрые. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.